Поселок Новый пригородного района Северной Осетии стал сегодня центром внимания общественности. Здесь, в населенном пункте компактного проживания ингушей, накануне задержали 2 подозреваемых в тяжких преступлениях. Тем же вечером родственники подозреваемых перекрыли федеральную трассу «Кавказ». Устроив поджог покрышек и деревьев, жители села требовали освобождения задержанных. Очистили трассу только после прибытия на место беспорядков министра внутренних дел Северной Осетии Артура Ахмедханова. Он убедил толпу разойтись, пообещав сегодня утром устроить встречу родственников с задержанными. Однако, несмотря на состоявшуюся встречу, сегодня ситуация с перекрытием федеральной трассы «Кавказ» повторилась. Толпу разгоряченных молодых людей пытались уговорить разойтись старейшины села. Уговоры не подействовали, и к месту перекрытой дороги на этот раз прибыли оба министра внутренних дел – из Северной Осетии и Ингушетии. Значит, я еще раз объясняю. Они не у вас, да? Значит, они находятся на территории Республики Северная Осетия. Вчера родственнику показали, рассказали, они встретились. У родственников правоохранительным органам... Какая у него статья? Значит, нет, подождите. Значит, у родственников правоохранительным органам никаких вопросов нет. Участие в переговорах 2 министров не решило проблему. Около 150 человек, собравшихся на трассе, не услышали призывов освободить транспортную артерию. Силовиками было принято решение поступать по закону, прекращать беспорядки. Толпу разогнали сотрудники североостинского подразделения ОМОН. Более 40 человек были задержаны уже в начале спецоперации. Некоторые из них оказали сопротивление. Официальных комментариев пресс-служба МВД пока не дает.